Здравствуйте! В эфире передача «Авторивьера». Сегодня наш гость Вячеслав Библаев, директор компании «Рубин». Одно из направлений этой компании – продажа автомобилей. Вячеслав, вы сегодня нам, наверное, расскажете много интересного из области, как купить автомобиль, как купить подержанный автомобиль. И вообще вы, как автодилер, знаете много тонкостей и нюансов, касающихся продажи автомобилей. Спасибо большое за приглашение на вашу передачу. Я постараюсь, конечно, ответить на ваши вопросы. Не менее интересным является и ваш электромобиль. Об этом тоже мы поговорим. И этот электромобиль мы детально представим телезрителям. А сейчас поехали? Поехали! Вячеслав, как вы уже сказали, продажи автомобилей ваша компания начала в 2005 году. И в 2005 году мы привезли первых 3 наших контейнера, там было 9 автомобилей, в каждом по 3 автомобиля. Продавали мы их, конечно, очень долго, то есть практически мы были первыми, кто привез с Японии сюда праворульные машины. И как-то все-таки это была диковинка, и оно не шло, в самом начале, Но тихо, все-таки это стало востребованным, и машины были очень хорошего качества. То есть с Японии машины вот эти, которые мы покупаем на аукционах, а мы покупаем их только на аукционах, они все с историей, то есть мы видим, мы знаем, что с ними было. То есть аукционный лист, он подразумевает, что аукцион несет ответственность за автомобили, купленные через этот аукцион, поэтому машины были хорошие, люди это поняли и начали тихо-тихо покупать. У нас вообще к японским автомобилям в прошлом было отношение такое. У нас предпочитают немецкие автомобили, и переубедить, что японский качественный, цена-качество, в принципе, это наиболее подходящие для, не очень, скажем, богатых людей, среднего класса. То есть немецкие автомобили, конечно, хорошие, но и обслуживание, и цена у них совершенно другая. Они простые и надежные. Да, то есть меньше ломаются. И у меня был тоже немецкий автомобиль до того, как я вообще начал заниматься японцами. Честно говоря, часто приходилось заезжать на техстанции и что-то там делать. Как только я пересел на японцев, я перестал заезжать на техстанции, забыл про имена слесарей. А немецкие машины нынешнего поколения так вообще не привязаны к техстанции, к автосервису? Сейчас большие крупные концерны немецкие делают так, что продавая автомобиль людям, они привязывают их к себе. То есть плановые ТО, надо проводить все постоянно. То есть там есть даже такие маленькие хитрости, как какие-то специальные ключи, без которых, то есть другой технический, допустим, сервис-центр не сможет выполнить эту работу. То есть надо идти только к ним, к дилерам, к ихним. Сейчас я смотрю один очень интересный фильм на тему автопромышленности современной. И, в общем, сейчас у нас говорят все заговор. То есть там говорят, на каждом заводе есть отдел, который занимается занижением ресурса тех или иных деталей. То есть, чтобы, допустим, если раньше эта деталь могла проехать 60 тысяч километров, сегодня, чтобы она проехала 10 тысяч километров. Похоже на это. Я сейчас 100% не могу об этом утверждать. Все, ведет к тому, что машины современные, много электроники, много всяких там уже новых. Даже двигатели, ресурсы двигателей уже в разы уменьшились. Какие-то узлы на двигателе, допустим, у того же Мерседеса есть, который надо 60 тысяч проехал, надо его заменить, а он стоит очень много денег. То есть почему так идут? Это и турбины. То есть есть такое, есть. Но вы пригоняете не только праворульные, но и иногда и леворульные. Мы вообще специализируемся. Мы специализируемся конкретно на Японии, то есть на японский рынок. На японском рынке есть и леворульные машины, кстати, так же, как и у нас здесь праворульные. Также есть там немецкие, европейские машины с левым рулем.
которые мы также привозим. Но и еще возим с Эмиратов новые машины. Вы, пригнав машину, там, продав клиенту эту машину, какие-то гарантии на эту машину? Да, у нас есть гарантия на автомобили, которые мы привезли и продали. Плюс мы делаем сервисную поддержку клиентов наших. То есть у человека не болит голова, где ему пойти купить там даже тот же расходный материал, колодки, масла, фильтра. Все эти вещи у нас есть. То есть клиент, который купил у нас автомобиль, он в последующем приходит к нам, и мы ему все это даем возможность. У вас еще продажа шин, по-моему. Да, у нас есть продажа шин. Мы занимались аккумуляторами тоже. Сейчас временно прекратили, но сейчас снова начнем заниматься. Мы уже ведем переговоры с заводом российским. Мы будем с России возить эти аккумуляторы. Вот. Так что продаем новые шины. У нас есть шиномонтаж. У нас на нашей базе есть сервис-центр, я имею в виду подъемник. Есть слесарь, который заменит масло, поменяет все фильтра. То есть какое-то техническое обслуживание мы можем проводить прямо у нас там на нашей базе. Но бэушные запчасти, так сказать, контрактные, там вплоть до двигателей, мы могли уже и тогда возить. Мы и сейчас этим занимаемся, возим, то есть без проблем, и меняем, осуществляем замену двигателей, то есть все это мы делаем. Это удобно, конечно, для клиента. С одной стороны, ваши гарантии и плюс поддержка. Нам, конечно же, не менее интересна тема электромобиля, поскольку это все-таки у нас пока в диковинку, большая редкость. Нам предложили снять автомобиль Tesla, но пригнав его, они, по-моему, чуть ли не в тот же день его разбили. Не повезло, не успели. И ваш автомобиль. Расскажите об этом автомобиле, какой марки, какая его мощность. Начнем с этих параметров. Я скажу так, мы шли к электромобилю тоже довольно долго, то есть мы тоже его сначала побаивались. У нас парк машин служебных, то есть есть гибридные автомобили, то есть уже несколько гибридных автомобилей. То есть мы начинали с гибридов. Гибрид — это где половина бензин, половина электрическая тяга, да. Они довольно-таки, мы давно уже их эксплуатируем, они себя показали очень хорошо. Мало того, у меня и у супруги автомобиль гибридный, то есть. И тихо-тихо у нас назрела идея все-таки полностью электрический автомобиль попробовать. Мы когда начали рассматривать, то есть, соответственно, сразу на японский рынок, там у нас был выбор либо Mitsubishi MF, есть такой маленький автомобильчик, но он совсем маленький. И наш выбор все-таки остановился на Nissan Leaf, это данный автомобиль, на котором мы сегодня едем. Он довольно-таки вместительный. Да, он нормальный, он на базе сделан Nissan Juke, то есть у него ходовая часть, эти ступицы, там эти все дела, они от Juke, этого Nissan Juke, который у них есть, там такой маленький кроссовер. И у нас выбор пал именно на этот Nissan Leaf. Купили мы его, конечно, так, немножко с боязнью, не понимали, что, как кот в мешке, да, хотя нет, мы видели историю, мы видели аукционный лист, мы все это купили, как обычно, привезли его в Абхазию, начали эксплуатировать, и довольно-таки очень хороший автомобиль, то есть машина 2011 года, данная машина начала выпускаться, Nissan начал делать их в 2010 году, в ноябре месяце они запустили в серию эти электромобили. Первые машины, именно эта автомашина, они были с аккумуляторной батареей на 24 киловатта. У нее сейчас батарея 24 киловатта. И при полном ее заряде новый автомобиль пробегал 165 километров. 165, там 175 километров. Да, мало, но на то время, в 2010-2011 году, это было, в принципе, неплохо. Теслы еще на то время не было. Потом Тесла начала выпускать, конечно, машины, которые пробегают сегодня и 500, и 600, и 700 километров. Да, у них большие пробеги, у них там аккумуляторные батареи немного другие. Но Nissan тоже на месте не стоит. Они сейчас уже начали выпускать второе поколение Nissan, то есть был рестайлинг этой модели, и сейчас уже пошло второе поколение Nissan. Там уже стоит 40 киловаттная батарея, и они заявляют 400-450 километров пробега. Да, это уже
увеличение. Потом они же еще сокращают время зарядки постепенно. Время зарядки зависит от зарядного устройства, которым производится зарядка. То есть, если это стандартная розетка на 220 вольт, то время зарядки все равно осталось в районе 7-8 часов до полного заряда. А вот специальное зарядное устройство, которое на 380 работает, оно заряжает 30 минут 80% заряда батареи. То есть 30 минут хватает, чтобы сейчас они на 80%. Насколько я тоже чуть интересовался, они все-таки работают и с аккумуляторными батареями, чтобы время зарядки уменьшить. Да, они усовершенствуют батареи, конечно, они стоят на месте. Я думаю, еще лет 5 может быть, а может и того меньше. То есть будет в любом случае прорыв какой-то в производстве, производстве этих аккумуляторов. Да, практически в этом автомобиле, самое такое вот, чего можно опасаться и бояться, это вот эти аккумуляторы. Они довольно дорогостоящие, поэтому люди их всех боятся. Сколько им лет, вот они обещают? Компания Nissan дает 10 лет. 10 лет. Nissan не производит батареи, я так понимаю, там это фирма Panasonic, там, какая-то японская компания, которая будет производить это для Nissan. Но они дают гарантию 10 лет, что оно будет ездить. Причем Nissan еще осуществляет поддержку. Эти батареи, разряженные уже старые, можно сдать в компанию, и там они если новая батарея стоит там порядка около, по-моему, $6000, здесь маленькая какая-то оплата, и они возмещают, меняют батареи. Просто в наших условиях в Абхазии это сделать сложно, в Японию отправить эту батарею, это будет, я думаю, очень дорого стоить, да, поэтому... Еще один момент, тоже интересно узнать, а вот эти батареи, они монолитные или они собраны? То есть нет, можно они поменять собраны. часть? Можно менять, покупают донор батарею, одну батарею донор, бэушную, разбирают ее на секции, и кому 2 ячейки нужны, кому там 3, кому 6. Машина, я смотрю, менее шумная и все равно экологичная. Хоть даже если заряжаешься со станции электрической, которая на угле работает, но эта станция находится где-то там вдали от города. Там, где, как у нас гидроэлектростанции или атомные электростанции, конечно, это экологичнее гораздо. Пока мы не задумываемся об экологии, но время уже приходит тихо-тихо думать. Будущие поколения должны будут думать об этом очень сильно, поэтому она называется Zero Emission, то есть нулевой выброс. У этого автомобиля нет никакого выброса в атмосферу, вообще никакого. Дело даже не в выхлопных газах, здесь нет масел, то есть нет вторично масла, отработанные масла, их же тоже надо утилизировать, они тоже экологии наносят ущерб. Здесь нет ничего того, что наносило бы ущерб экологии. Максимально, что здесь может нанести, это сами эти аккумуляторы, но Nissan их утилизирует, они даже не утилизируют, они запустили программу, где эти старые бэушные батареи, они реанимируют и используют их в энергосетях. Да, то есть в Японии они используются еще в энергосетях. Сама машина сделана очень грамотно и умно, то есть ее заряжать можно, допустим, зарядное устройство в обычную розетку, как сотовый телефон. Вечером я ставлю его на розетку, утром оно у меня заряжено. Гаджет. Да, как гаджет. Мне, в принципе, этого заряда хватает на 3 дня, да. Я много не езжу по городу, 20 километров в день, 30 километров в день, то, что я делаю. Значит, ее можно настроить следующим образом. Допустим, зарядка начнется в час ночи и выключится в 7 утра. Для чего это можно сделать? Допустим, в России у них есть тариф за электроэнергию, с часу ночи до 7 или до 8, да, он стоит рубль с чем-то. И люди настраивают, он заряжает им ночью, допустим, автомобиль, и очень много всяких удобных вещей у них сделано. У нас и в этом плане он наиболее выгоден. Да, у нас, да, кстати, я считал, то есть при стоимости электроэнергии у нас 40-45 копеек, у меня получается полный бак, я называю полный аккумулятор, чтобы залить электроэнергии, на 96 рублей. То есть 96 рублей мне хватает грубо говоря, на 100 километров. В любом случае это и экономия тоже в том числе, да, так что... Сейчас в российских супермаркетах, торговых центрах на парковке машин уже
где подземные парковки, там уже оборудовали розетками. Да, уже ставят зарядные устройства. Это хорошо, это правильно. Вот я буквально делает покупки автомобиля. Буквально недавно мы ездили вот по Европе, и я, будучи уже обладателем этого автомобиля, я очень много обращаю внимания именно на электромобили. И там все сделано грамотно, то есть на всех супермаркетах, там стоянки для электромобилей, то есть первыми идут стоянки для инвалидов, после этого идут стоянки для электромобилей. Они выкрашены все в зеленый цвет. Приехал, поставил на зарядку автомобиль, пошел в супермаркет. Причем супермаркеты некоторые даже не берут стоимость за электроэнергию, да, они бесплатно предоставляют такую возможность. Вот. Но еще же не только электромобили. Сейчас все производители, мощные большие автогиганты, такие как Mercedes, Volvo, BMW, начали выпускать Audi, кстати, это для меня было тоже открытием. Начали выпускать именно гибридные машины с возможностью подзарядки аккумуляторов от сети. То есть это что такое? Это у них стоят более мощные аккумуляторы, которые позволяют на электрической тяге проезжать где-то порядка от 20 до 60 километров. А дальше, когда уже этот аккумулятор садится, машина переходит в режим работы обычного гибридного автомобиля. То есть чисто электрический Hyundai, кстати, сделали сейчас. Очень много автомобилей. Водородные двигатели японцы делают Toyota. Toyota уже делает на базе Prius. Вот Prius у них есть гибридные, есть на водородном двигателе. Они уже их в серию запускают. В общем, есть разные сейчас направления, все в поиске. В любом случае, нефтью, но тихо-тихо альтернативные источники уже люди ищут. Да. В скором времени, наверное, и кузова будут покрывать солнечными батареями. У Toyota есть, у Nissan, у этого тоже в новом кузове, который они сделали, у него на всю крышу стоит солнечная панель. Мощность двигателя этого автомобиля? Мощность здесь 80 киловатт, это где-то чуть более 100 лошадиных сил, немного более, да. Для этого автомобиля вполне хватает, причем резвость у него очень даже, если на D переключиться, сейчас я еду просто в эко-режиме, а если переключить на D, я потом дам вам попробовать. Динамичнее. Очень динамичный, то есть, КПД электродвигателя намного больше, чем у двигателя внутреннего сгорания, то есть он моментально выдает все. Моментально всю свою мощность. На разгон, да, они очень... Да, довольно резвая машина, прямо даже если прям газ в пол, он буксует передними колесами. Кстати, Tesla же там, по-моему, спорткар у них есть, да? Tesla, по-моему, за 3 секунды там сотню ложит, да, всего лишь 3 секунды и сотня. Да. В общем, они уже, догнали бензиновые двигатели мощные. Да. Сейчас уже и BMW начал делать спорткар какой-то чисто электрический, то есть все мировые производители все равно переходят уже на электрическую тягу. А в Японии с 2020 года все заводы, никто не будет производить, чисто допустим, бензиновый двигатель. Дизельные они уже перестали легковые делать, они просто, из-за экологии они их не выпускают на внутренний рынок для автомобилей. Только гибридные. В принципе, это для автопроизводителей выгодно еще тем, что они весь парк поменяют. Да. Да. Как сейчас почему стали делать автомобили с меньшим ресурсом? Потому что автопарк уже, в общем, весь мир заполнен этими автомобилями. Да. Если они не будут ломаться, то производить придется мало. Поэтому им даже очень выгодно менять все это на электромобили, переходить. Все идет к тому. Да, это все-таки искусственно задерживался этот процесс, известное дело. Потому что производители топлива всячески этому противились. У меня вообще есть такая мысль, я один, конечно, их не потяну, это государство должно, конечно, наверное, начинать об этом думать. На территорию Абхазии, у нас там 200 километров, грубо говоря, да, от границы до границы, можно поставить пару этих зарядных устройств на тех же Роснефти, на заправках, да. И все, то есть электромобилями мы можем пользоваться здесь спокойно. Сейчас пока люди боятся, да, интерес большой, очень большой интерес. То есть где бы я ни остановился, машину не припарковал, прихожу, люди стоят, да, все спрашивают, что такое, или кто догоняет, останавливает. Интерес очень большой, но все-таки, видимо, есть какой-то страх, и купить, заказать еще никто не решился. Какие планы у компании Rubin вообще
на ближайшую перспективу, вот, какие автомобили вы привозите в Абхазию по возрасту, там, по, я не знаю, разным классификациям. Понял, да. И в том числе электромобили. Ну, электромобили все-таки на заказ, наверное. То есть, если там кто-то захочет, придет и закажет, мы ему привезем. Мы обновляем, стараемся уже более свежие автомобили загонять в республику. Но мы возим, что часть машин мы покупаем сами, то есть на свое усмотрение, а часть на заказ людям, то есть то, что люди заказывают. Вот, ну, стараемся, конечно, и опять-таки спрос какой, да, если люди там готовы, ценовой, допустим, диапазон, там, не знаю, от 150 тысяч рублей там, до 250-300 тысяч рублей, вот это все, что нормально продается у нас в Абхазии, люди, ну, как бы готовы за это платить, да. Конечно, свежие машины редко кто заказывает, потому что они и дорогие, вот, и поэтому заказов меньше. Но мы стараемся возить, конечно, более свежие машины. То есть в любом случае, как говорится, хлам возить сюда смысла нет. В общем, этот электромобиль, ну, сказочный. В том плане, что и шума меньше, ну, естественно, и дешевле получается, чем заливать топливо. Очень комфортабельный вполне. Вот этот джойстик тоже. Уже эти машины как гаджеты рассматривают в какой-то степени. Ну и я ходовые качества проверю, наверное. Да, попробуйте, конечно, да. Давайте, давайте. Водительское место. Очень даже без затруднения повел, хотя мне непривычен правый руль, но сразу привык. Приходилось в командировках ездить на праворульных, да еще и с левосторонним движением. Это чуть посложнее. Ну это да. Все время кажется, что едут на тебя. Да, это да. У меня был такой маленький опыт, да, в Японии. Ну как ощущение? Это еще это вот сейчас. Вот сейчас, да. Вот сейчас можно, да. Это режим D. Да. Динамика у него в этом. Да. Рывок очень хороший. Это он был на эко-варианте, в экономичном. Сейчас на D, вот если на D видите. Очень шустро, очень резво. Сейчас на тещином языке посмотрим. Ну, заряд батареи у нас, наверное, достаточно. Мы с утра только у нас еще хватает. Не, замечательная машина. Вот я сейчас надавил, она, несмотря на подъем, очень резво рванула. Нет, довольно-таки мощная машина. Она и не легкая наверняка, да? Ну, у нее аккумуляторные батареи, да, весят очень много, себе, да. Тяжелые. Но кузов облегченный, пластиковый. Да? Кузова не облегчают, двери у них из пластмассы сделаны. Коррозия не грозит этому автомобилю. Ну да, каким-то частям кузова, да. Вот, даже крутейший подъем. Это нас не догоняет наша съемочная машина, к сожалению. Я сбавляю только по этой причине. Очень понравилось. Обычно по тещиному языку как-то не очень приятно ездить из-за вот этих затяжных поворотов, подъемов. А на этой очень легко все это проходишь. Да. Нет, в управлении она тоже очень приятная машина за счет того, что центр тяжести у нее расположен. Да, батарея внизу. Да, внизу, и она в управлении очень удобная. Ну, как бы держит хорошо дорогу, наверное. Да. Ну, когда-нибудь я, наверное, буду вашим клиентом, закажу вам электромобиль. Милости просим, приходите, да, мы всегда рады помочь. Ну, как только у нас поднимутся зарплаты на телевидении, да. Я к вам прибегу. Вот наши сотрудники, несколько человек, купили японские автомобили с большим возрастом, 12-13 лет. Вот у одного был пробег 30 тысяч километров, у другого был пробег что-то 50, по-моему.
13 лет в машине, Mercedes. Но с виду, вот в салоне и внешне он, ну, практически как новый выглядит. Ну да. Но я тоже заинтересовался и читал про пробеги японских автомобилей. Но там пишут, что они в среднем около 12 тысяч пробегают вроде в основном. Но пишут, что японцы любят ездить на железнодорожном транспорте. Вот Да. Электрички у них очень удобно ездить, комфортно и прочее. Да, я сейчас расскажу. Из-за этого якобы маленький пробег. И на островах, возможно, где ездить негде. Да. Или несколько машин еще у них, плюс они через день не ездят там. Да. Нельзя ездить каждый день, да? Да, все верно вы говорите, да. Япония, значит, мы когда туда приехали, я тоже думал, сначала думаю, как так, почему такие маленькие пробеги? На самом деле, то есть там как происходит? У них очень мощно развита сеть общественного транспорта в городе, то есть у них есть метро подземное, у них есть метро надземное, которое сверху ездит, там автобусы, ну все виды транспорта общественного едут на работу. То есть никто там не ездит на работу на личном транспорте. Это вообще дико для них. То есть личный транспорт у них используется там на выходной день. Он может сесть с семьей, куда-нибудь уехать, приехать. То есть на работе, наверное, и парковаться там проблема. С парковками проблемы, соответственно, да. То есть это все создает именно вот такие условия, когда людям выгоднее ездить на общественном транспорте. И я еще вот у них слышал, сперва покупаешь гараж, а потом машину, да, по-моему? Да, стоянки очень дорогие, то есть там вот стоянка платная, она очень дорогая, топливо дорогое, техосмотр автомобилей дорогой, поэтому люди стараются меньше ездить, то есть, а потом еще говорят, вот почему они покупают там левый руль. Ну, левый руль они любят, потому что в оригинале, да, вот, допустим, Mercedes, они считают, что он должен быть с левым рулем в оригинале. И пробеги, вот это, что вы говорите, маленькие, да, они ездят мало. Поэтому пробеги, там, допустим, 12 лет машине. Но по ней же тоже видно по этой машине, что она реальная, да. Что это даже там, гайки. Да, никто там им в голову не приходит что-то скручивать, никакой не пробег. Дальше езжайте вы на своей машине, а то мне еще понравится совсем. И как ощущения? Не, космические. Вообще, и внешне тоже машина выглядит так, немножко футуристически. Сегодня уже можно покупать. Смело можно покупать. Да. Следующую модель тем более, потому что, во-первых, эти солнечные батареи, они ее все время будут заряжать. Да. То есть меньше надо будет прибегать к зарядке. Раз эта машина такая экологичная, мы спустимся к речке, в холодок. Давайте. И там мы как-то более подробно снимем и салон, и внешне, чтобы видели, оценили эту машину. Но она и не совсем низкая, да? Вот клиренс. Нет, она машины, вполне, да, клиренс у как обычная вполне машина, в принципе. Да. То есть смело можно и на речку. Можно попробовать, можно. Да. Я так подозреваю, что вы в такие места не заезжали. Нет, нет, это у вас есть другой автомобиль. Да. По проходимости она вполне как обычная другая, любая машина. Включается автомобиль кнопкой, а дальше джойстиком включается положение Drive. Второй раз это положение Eco Drive, экономичный режим. Так включается задняя, ну и соответственно парковка, паркинг. Это ручник.
этот автомобиль, ему сейчас вот он 2011 года выпуска, он проходит 120 километров летом и зимой 90-100, в зависимости как пользоваться печкой. Ну, за 8 лет мощность батареи чуть Да, ну, когда она была меньше. новая, в 2011 году она проходила 165-175 километров. Сейчас покажем самое главное, как этот гаджет заряжать. Давайте, я вам покажу, да. Вот это зарядное устройство, да. Это обычное зарядное устройство, которое работает от сети 220 вольт. Обычная бытовая сеть 220 вольт. Втыкается она вот в это гнездо, в маленькое. Вот, и при полном разряде аккумуляторных батарей, для того, чтобы зарядить 24 киловатта, мы тратим где-то порядка 6-7 часов. Вот. Есть второе гнездо под 380 вольт, но для этого нужно специальное зарядное устройство. У нас в республике таковых пока нет. Вот. Как только будут, будем быстрее заряжать. То есть 30 минут достаточно, чтобы до 80% заряд батареи пополнить. Светодиоды вот эти показывают, на каком уровне у нас заряд. То есть когда все три, они горят, то он зарядился и они тухнут, то есть заряд прекращается. Сейчас я вас попрошу открыть капот, хотя я знаю, что там мало чего есть, наверное, да? Там только двигатель там электрический. Стоит инвертор и стоит электромотор, да. Честно говоря, и сам давно туда не заглядывал. У нас параллельно идет зарядка. Он у нас чуть-чуть запыленный такой, ну давно. Чисто внешний двигатель похож на бензиновый, якобы. Ну да, это на самом деле вот это вот сверху, что мы видим, это инвертор, который преобразует ток. Вот тут, если посмотрите, видны провода высокого напряжения, которые идут от аккумуляторной батареи. Он преобразует и дает уже на электромотор. Этот аккумулятор служит для поддержания электричества в бортовой сети. То есть, когда отключен автомобиль от больших аккумуляторов, да, для того, чтобы там часы правильно шли, там одометр не сбрасывался, для вот этого поддержания бортовой сети нужен. Ну, ни радиатора здесь нет. Ну, нет, здесь радиатор есть кондиционера. Кондиционер. Да, для кондиционера здесь есть радиатор водяного, да, здесь нет охлаждения никакого, то есть... В общем, ремонтировать здесь нечего. Практически нечего, да. У него еще единственное стоит мокрая печка. То есть мокрая почему? Она такой бак, в нем стоит 3-киловаттный тен, подогревается антифриз, и антифриз попадает уже в радиатор печки и дает тепло в салон. Вот, как бы мокрая печка. Больше, да, здесь практически, ну, делать нечего. Машина никогда нигде не подводила, то есть свою задачу она выполняет на 100%. И что приходилось ремонтировать? Может? Ничего. Совершенно ничего мы не делали на этом автомобиле. Вот как мы ее вытащили с контейнера, поставили ее на учет и ездим. Ну, вот у меня особая надежда на вашу компанию, что все-таки будущее электромобилей во многом от вас зависит, по-моему. Ну, мы будем рады помочь, если будет желание у людей покупать вот такие замечательные автомобили, мы рады всегда помочь. Так что милости просим. Я вот сегодня созрел к этому. Приходите, мы вам поможем подобрать. Спасибо вам, вы столько времени уделили нашей передаче. Спасибо огромное, вам успехов вам. Спасибо вам огромное за приглашение. Всех благ.